Очередное громкое ЧП на этой неделе уже в Печорском районе. Там, в селе Приуральское, сгорел частный дом многодетной семьи. Пожар случился ночью, поэтому горящее строение его обитателям пришлось покидать в спешке, выбегая на 40-градусный мороз без верхней одежды. Пожарные расчеты, говорят, добрались до Приуральского не скоро, до села от пожарной части 75 километров. Дом сгорел дотла. Его хозяин, который самостоятельно пытался потушить огонь, в реанимации. Константин Сухарев, представитель Главного управления МЧС в Коми, согласился ответить на наши вопросы. В этом году действительно в начале года наблюдается рост количества пожаров, практически в половину роста. И самое печально, что значительный рост гибели людей на пожарах. Если в прошлом году было 6 погибших на этот период, то в этом году уже 21 человек, к сожалению, были обнаружены погибшими на пожарах. Травмированных 6 человек. Половина всех пожаров – это пожары в жилом секторе. И каждый третий пожар из произошедших в этом году – это пожары как раз по причине либо печного отопления, либо теплогенерирующих установок. Естественно, мы связываем это с аномально длительной низкой температурой. В 6 районах у нас на сегодняшний день введен особый противопожарный режим. Пожарные части полностью обеспечены всем оборудованием, необходимым для ликвидации пожаров. У нас нет и не было пожаров каких-то затяжных, где мы не смогли оказать помощь. Поэтому все пожарные части и техника оснащены согласно табелю. Он утвержден, все машины соответствуют, все оборудование соответствует. Проблем с точки зрения тушения нет. Есть небольшая проблема, опять же, не связана не с состоянием пожарной техники и пожарных частей. Есть проблема в этом году, опять же, связана со снегопадами и с морозами. Это состояние водоисточников. Здесь вот это надо отметить, что многие водоисточники засыпаны снегом. Поселения, к сожалению, службы, которые должны за этим следить, не успевают очищать их. И приезжая на пожар, зачастую пожарные остаются без воды. Там, где населенные пункты малочисленны и отдалены, там без добровольцев обойтись нельзя. Вот. И в этом году уже были пожары в сельской местности, где добровольцы были первые, которые не допустили уничтожения огня и первые вступили в борьбу с огнем. Это довольно большая помощь подразделения пожарной охраны, и она действительно тоже эффективна. И вы поймите, что добровольцы не только занимаются тушением пожаров, спасением людей, они очень большую долю профилактики проводят. Это наша армия, которая в том числе имеет своих родственников, знакомых, которые также проводят профилактику и занимаются недопущением возникновения пожаров. Это тоже большая роль добровольцев.